Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о прокурорской проверке информации о жестоком обращении с детьми в одном из детских садов Азнакаева. Может, успокоишься уже, наконец? На видеозаписи, размещенной в интернете, видно, как воспитатели бьют детей, кричат и никому не дают их успокаивать. Покажем, как в одном из домов на улице Декабристов в Казани из-за износа проводов загорелся электрический щиток. Я за компьютер делал, раз свет пропал, выхожу. Здесь горел, потом здесь пропал. Пострадали 3 человека, в том числе прикованная к постели пенсионерка. И нетрезвый водитель Ниссана протаранил припаркованную легковушку и попытался скрыться с места аварии. Все. В том, что пил за рулем, он сознался, но не помнил, что ездил. Куда я ездил-то? Это и не только. Прямо сейчас. Прокуратура организовала проверку информации о грубом обращении с детьми в детском саду номер 6 под названием «Звездочка» в городе Азнакаево. Напомним, в социальных сетях появилось видео, снятое, как уверяется, временной нянечкой в младшей адаптационной группе, которую посещают дети в возрасте 2 лет. Увиденное она не смогла не придать огласке. Снимала тайком, чтобы доказательства избиения воспитанников не удалили. Перед этим, как гласит подпись к видео, она сообщала обо всем коллегам, но ей посоветовали молчать, так как работа лишится мгновенно и потом никуда не устроится. На записи видно, как детей бьют по лицам, рукам и ногам, кричат за малейшую шалость или элементарное неумение самостоятельно есть или одеться. Плачущих детей, как уверяет нянечка, воспитатели не успокаивали и не разрешали это делать другим. А от такого обращения дети плачут постоянно. Может, успокоишься уже, наконец? Видео, как предполагается, выложила мама одного из воспитанников этого детского сада. И теперь надзорное ведомство даст оценку работе дошкольного образовательного учреждения и по итогам проверки поставит вопрос об ответственности должностных лиц. Напомним, в сентябре этого года в избиение воспитанницы была увлечена одна из воспитательниц детского сада «Золотая рыбка» в Камских Полянах. Запись жестокого воспитания выложила в интернет жительница соседнего дома, снявшая все на мобильный телефон. Именно из социальных сетей мама девочки и узнала о произошедшем. А воспитательницы в самом учреждении отзывались исключительно положительно. 4-летний мальчик в квартире одного из домов на улице Гудованцева в Казани засунул палец в детскую игрушку. Вытащить обратно его не смог. Родителям пришлось вызывать спасателей. Сотрудники дежурной смены, прибыв к месту вызова, при помощи слесарного инструмента смогли разжать игрушку и освободить палец ребенка, проведя с родителями беседу о безопасности в быту. Три человека, в том числе прикованная к постели пенсионерка, пострадали в результате возгорания электрощита в первом подъезде одного из домов на улице Декабристов. От горящих на 8-м этаже проводов вспыхнула дверь, расположенная рядом квартиры, где живут пострадавшие. Дым практически моментально заполнил все помещение. Жильцов в кислородных масках выводили на улицу пожарные. Они же обошли все квартиры в подъезде, сообща о необходимости эвакуироваться. Как рассказали жители дома, проводка оставляет желать лучшего, и чтобы избежать замыкания, многие поменяли провода за свой счет, не дожидаясь управляющей компании. Вроде там бабушка жила, но я точно не знаю. Жильцов, пострадавшей от огня квартиры, соседи не знают. Слышали только, что хозяйка, 77-летняя пенсионерка, прикованная к постели после инсульта. Ухаживают за ней сын с женой. Что с жильцами квартиры, никто не знал. Все вышли на улицу после визита пожарных, сообщивших о необходимости эвакуации. Дым стал проникать в другие квартиры. Дверь закрыта была, но через это тоже проживал. Жильцы нижних этажей узнали о произошедшем после того, как в квартирах пропало электричество. Внизу, говорят, гарью пахло, но не сильно. Я за компьютер делал, раз свет пропал, выхожу. Здесь горел, потом здесь пропал. Что такое? Пошел, гляжу, бегут пожарники, бегут. Что случилось, ничего не говорят. Причины возгорания вскоре стали всем известны. Жильцы подъезда говорят, что огонь вспыхнул фактически из-за отсутствия должного ремонта. Кто смог, поменял проводку сам, вплоть до электрощитов. Но у большинства провода ровесники дома и уже не выдерживают нагрузки. Вот отсюда замыкание, свет пошел гореть. Вот. Ага.
Отсюда замкнуло, и загорелся вот эта квартира. А у них деревянные косяки там. Дым собралась сама, все бабулька лежачая, она, наверное, сначала не чувствовала, горела, наверное. В результате пожара полностью выгорел электрощиток на 8-м этаже. Сгорела дверь, расположенная рядом квартиры. Ее жильцов, мужа с женой и мать мужчины в кислородных масках эвакуировали пожарные. Как рассказал сын хозяйки, запах гари они почувствовали, когда щиток уже полыхал открытым пламенем. Выйти не смогли из-за воспламенившейся двери. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. В результате возгорания, произошедшего в электрощитке в одном из домов по улице Декабристов, пострадали 3 человека, в том числе лежачая пенсионерка. По предварительным данным, возгорание произошло в результате изношенности электропроводки. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пострадавших госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Мужчину с женщиной после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. А прикованную к постели пенсионерку оставили на лечение с диагнозом отравления продуктами горения средней степени тяжести. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, Наля Абдуллин, вызов 112. Сильно нетрезвый водитель Ниссана протаранил припаркованную Hyundai Solaris на улице Огрызская в Советском районе Казани. Очевидцы рассказали, что белый кроссовер катался между машин на импровизированной парковке между домами. Уехал оттуда, съехав с высокого бордюра. Человек в трезвом уме на это не решится, поэтому жильцы близлежащих домов сразу предположили, что водитель пьян, но за машиной не волновались, так как он уехал. Вскоре со стороны стоянки послышался удар, сработала сигнализация одной из легковушек, а вновь появившийся там Nissan уезжал в самый дальний угол парковки. За что тут взяли? И вообще Владелец Hyundai Solaris поздней ночью проснулся от сработавшей сигнализации. Машину уже 6 лет ставят на одно и то же место. Из окна ее не видно, но можно заводить с брелка. Когда вышел на улицу, увидел причину – помятая левая передняя часть. Кто это мог сделать, понял сразу. На парковке стоял Nissan, которого тут никогда не было, с аналогичными повреждениями. фары. Ну, видать. Факт на лицо, вот у меня левое крыло, и у него левый бампер там задет. Рядом с Ниссаном ходил сильно нетрезвый мужчина с разбитым лицом. То, что он сидел за рулем автомобиля, он не отрицал. Пьяный, он уже в машине сидит. Он, видимо, стукнулся в руль, что ли, я не знаю. Я вышел, он уже такой был. Он признается, что за рулем сидел. Ну, его друг говорит тоже. Что он за рулем сидел? Мужчина тут же вызвал автоинспекторов. Предполагаемого водителя Ниссана задержали. Он не отрицал, что был в машине, но не признавался, что ездил. Ну, я сидел, пил, гулял, но ничего не делал. Соседка владельца Hyundai все передвижения белого кроссовера видела своими глазами. Сначала просто обратила внимание на незнакомый автомобиль, потом на манеру вождения. Вперед-зад, не мог поехать, колесо приперся в колесо и поехал между домами, а там нельзя же. Я думал, может, на большой же машине, может, прям по ребрике. И все, ушла спокойно, потому что я думал, он уехал. Если бы я знал, что он здесь, конечно, бы я сказала местным, чтобы посмотрели, потому что машин же много, задеть может. Это значит, надо те машины посмотреть, потому что у него с другой стороны тоже имеется. Повреждения уже были давно. Переднее крыло, а там уже левое незначительное, там даже нету повреждений. Nissan, как рассказал мужчина, принадлежит его маме. Но отчитываться, когда берет машину и куда на ней ездит, уверяет, ни перед кем не должен. Моя знает, что я кредит плачу за эту машину. Оплачиваем, все стабильно, все нормально. Кто и при каких обстоятельствах разбил мужчине лицо, он рассказать не захотел. И так вышло. А вскоре расплакался и уже у очевидцев спрашивал подробности произошедшего. Куда я ездил-то? Автоинспекторы предложили водителю Ниссана пройти экспресс-тест на употребление алкоголя. Мужчина согласился. Все. 932. С результатами алкотестера он не согласился. Даже в таком состоянии понимал, что означают эти цифры. Много показал? Да. А сколько должно быть, по-вашему? Не знаю. Он считал, что с алкоголем его организм уже справился, а алкотестер показал просто наличие неприятного запаха изо рта после возлияния и считал, что анализ крови подтвердит верность его предположений, не вдаваясь, что прибор реагирует только на пары спирта. Теперь мужчину ждет суд, который, вероятно, лишит его водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. А владелец Hyundai уже приготовился к походам в страховую компанию и ремонту своего до этого не битого и не крашеного автомобиля. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.